Таджикистане возобновились рейды против хиджаба. Туркменский режим усилил репрессии. Таджикистан. Новая волна коронавируса и маршировки. 25 июня в ТикТок появилось видео, на котором видно, как сотрудник таджикских правоохранительных органов требует от прохожей снять с головы платок. Пытаясь обосновать свое требование, сотрудник говорит о чуждости платка для таджикского общества. Возражая ему, женщина говорит, что является мусульманкой, и никто не вправе вынуждать ее отказаться от этого. Данное видео вызвало широкий резонанс в таджикском обществе. Пользователи соцсетей критиковали и осуждали правоохранителей за их действия, восхищаясь при этом смелостью женщины. Ситуацию для Хабарху прокомментировал известный таджикский блогер Абдурахмон 09. К большому сожалению, появившиеся в последние дни в интернете сообщения и публикации с видеоматериалами о начавшихся внутри страны рейдах в отношении женщин в хиджабах являются правдой. Работники правоохранительных органов опять начали задержание женщин в хиджабах с требованиями снять исламское одеяние, аргументируя это тем, что якобы такое одеяние чуждо таджикскому народу. Таджикский режим давно известен своими враждебными действиями в отношении ислама и мусульман, заключением в тюрьмы ученых и зверствами в отношении соблюдающих религию, вплоть до убийства. Сегодня опять начал свои нападки на женщин. Какое-то время после того, как таджики активно начали распространять и разоблачать действия режима в интернет-пространстве, такие рейды прекратились, но, как мы видим, к сожалению, это оказалось временным. Я бы хотел обратиться к мусульманкам Таджикистана. Не позволяйте снять с вас хиджаб. Носите его с поднятой головой. И бойтесь только Всевышнего Создателя. Знайте, что таджикистанцы с вами. Напомним, впервые о чуждости исламского деяния таджикскому обществу президент страны Эмомали Рахмон заговорил в 2015 году. Выступая 6 марта в Душанбе перед женщинами-активистами по случаю празднования так называемого Дня Матери, он раскритиковал женщин в хиджабах, обвиняя их в следовании чужим традициям. После этого выступления в Таджикистане началась кампания против хиджаба, которая продолжается по сей день. Женщин в исламском одеянии увозят в отделы милиции и насильно снимают с них платки, унижая их честь и достоинство. Согласно совместному докладу, подготовленному правозащитными организациями Международное партнерство по правам человека МППЧ и Туркменская инициатива по правам человека ТИПЧ, власти Туркменистана усилили репрессии в отношении тех, кто активно критикует их в социальных сетях внутри страны или участвует в антиправительственных митингах за рубежом. В докладе приводится, что большинство тех, кто открыто критикует репрессивную политику туркменского режима, являются либо студентами, обучающимися в зарубежных вузах, либо мигрантами и беженцами, живущими за пределами страны. Туркменские власти все больше усиливают давление на этих активистов путем запугивания. Для этого они в большинстве случаев прибегают к задержаниям и допросам их родственников, живущих в Туркменистане. Чем больше активность, тем больше становится давление на родных активиста. Помимо этих средств запугивания, власти также прибегают к помощи властей дружественных им стран. Например, активисты, участвовавшие в антиправительственных акциях в России и Турции, оказались задержаны местными силовиками, а студенты из их числа были запуганы также администрациями своих университетов. Касательно тех активистов, которые находятся внутри страны, осмеливаются критиковать туркменский режим или сотрудничать с оппозиционными силами за рубежом, то на них возбуждаются сфабрикованные уголовные дела. Обращают достаточно большое внимание на то, что называется международным сообществом. Представляя доклад, председатель ТИПЧ Фарид Тухбатуллин заявил, что для перелома ситуации и прекращения преследований им нужна помощь международного сообщества. Против вашего правительства
Так вот, начните следить еще ближе, так как нас больше с каждым разом. Стоит отметить, что международное сообщество уже 30 лет как ищет взаимовыгодные условия сотрудничества с авторитарными режимами стран Центральноазиатского региона, закрывая глаза на преступления, чинимые ими, лишь изредка поднимая вопросы репрессивной политики властей региона, и то только ради оказания политического давления в своих личных целях. С терроризмом. Не менее важным в плане обеспечения безопасности. Несмотря на новую волну распространения коронавируса в Таджикистане, репетиции маршировок в честь 30-летия независимости продолжаются. Первый замминистра культуры Абиджон Назарион, на которого возложена ответственность за организацию и проведение маршировок, что власти не намерены приостанавливать приготовления к празднику. Мы продолжаем заниматься подготовительными работами к 30-летию независимости страны, пока к нам не поступало никаких официальных поручений об отмене маршировки, сказал он. Маршировки начались 17 июня, и в них задействованы 15 тысяч студентов столичных вузов. Пока об отмене или сокращении количества участников ничего не известно, сообщает Азия Плюс со ссылкой на свой источник в мэрии столицы. Напомним, что таджикские власти до недавнего времени отрицали факт наличия повторного появления заболевших коронавирусной инфекцией, но в итоге 21 июня они вынужденно официально признали факт новой волны коронавирусной инфекции. Критики уже провели аналогию между нынешними действиями таджикского режима и его прошлогодними действиями при праздновании Навруза, результатом которых стало инфицирование тысяч граждан и смерть сотен из них. Наблюдатели отмечают, что режим Рахмона вряд ли откажется от помпезных празднований в честь 30-летия так называемой независимости, тем более, что к этой дате в центре столицы возводится новый сад – Истиклолият, на 30 гектарах земли со 121-метровой стелой.